алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Это наш проект «Непохожая Россия», в котором мы рассказываем об этническом многообразии нашей страны, о различных этносах, проживающих в России. И сегодня наш сюжет посвящен нагайцам. В гостях у нас Ахмет Аминович Ярлыкапов, известнейший этнограф, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Московского государственного института международных отношений. Я приветствую вас, Ахмет Аминович, в стенах Московской соборной мечети. Здравствуйте. Нагайцы как народ, как историческое понятие всем хорошо известно, но далеко не все знают, где они проживают, какова их демография, где сейчас в 21 веке расселен этот тюркоязычный этнос. Да, нагайцы, издавна известны как такие классические кочевники, и поэтому территория расселения нагайцев очень широка, она и была очень широка, и сегодня, плюс еще достаточно бурная история повлияла на это. Нагайцы расселены действительно достаточно широко, но в России чуть больше 100 тысяч нагайцев. Они расселяются, в основном, основная территория проживания нагайцев – это Нижняя Волга и Северный Кавказ. Это Астраханская область, это Республика Дагестан, северная часть, Чечня, Ставропольский край, восточные районы, и Кавказские минеральные воды. Это северная часть Карачаево-Черкесии. Есть сегодня в связи с миграциями, примерно, наверное, процентов 25-30 нагайцев проживают на севере, в Уральском федеральном округе. Это и Сургут, это и Ханты-Мансийск, в этих регионах. И кроме того, достаточно большое количество нагайцев проживает за пределами России. Но это уже такая достаточно условная все-таки, наверное, нагайская общность, поскольку мы знаем по Турции, большая часть народов, проживающих в Турции еще с османских времен, уже своим родным языком скорее не владеет. Да, в Турции владеют родным языком, по оценкам, тоже около 100 тысяч человек, то есть не очень много. И потомков нагайцев довольно много, но тех, кто владеет языком, достаточно мало осталось. Это все-таки потомки мухаджиров. Это потомки мухаджиров, да, которые переселялись в основном в XIX веке на территорию Османской империи. Сейчас такая демография, такое расселение нагайцев, но ведь в былые времена, в средние века, зона расселения, ареал расселения нагайцев был значительно шире. Я думаю, что так же, как и о нагайцах, многие слышали о Ногайской Орде, хотя бы по школьному курсу. Что это было за государство, можно ли как-то четко установить его границы? Ведь очень известно по различным источникам, не только русским, но и восточным, о существовании этого государства. Да, Ногайская Орда это, как говорят историки, постордынское государство. Это государство, которое возникло после распада Золотой Орды. Особенностью Ногайской Орды было то, что это было практически, наверное, единственное послеордынское государство, в котором правили не чингизиды. То есть реальной властью обладали потомки Беклербека Едиге, знаменитого Едигея, да, и как раз его потомки, которые действительно не были ханами, они сохранили свой титул бий, Беклербек или бий, да. Они себя называли биями, но эти бии были могущественнее некоторых ханов, да, на самом деле, в реальности. И это государство образовалось на основе мангитского юрта, который располагался на междуречии Волги и Урала. И затем в эпоху такого могущества, да, Ногайская Орда распространилась вплоть до Иртыша. И с другой стороны, вплоть до Причерноморья. И вплоть до Причерноморья, совершенно верно. Прикочевывали нагайцы и к Казани тоже, и в Средней Азии закочевывали достаточно далеко. Да? То есть это было государство, которое, наверное, не имело каких-то четких границ, потому что это, во-первых, кочевники, во-вторых, это люди, которые считали себя действительно теми, кто были
подданными Бехлербека, то есть вся постзолотоордынская территория, в общем-то, считалась для них, в общем-то, их, да, то есть они не считали, что они ограничены какими-то вот территориальными рамками. То есть, в принципе, вот это вот мышление чингизидское все-таки у них было. Хотя они реально над собой чингизидов не имели, да, то есть они даже перестали. Одно время Хакназар, казахский хан, был вот в качестве марионетки взят в Ногайскую Орду для того, чтобы, ну вот, как-то формально чингизидами прикрываться. Да? Но после этого ногайцы вообще перестали брать даже вот таких марионеточных ханов, то есть они обходились абсолютно без ханов. Синоним нагайцы, да, потому что мы знаем о том, что такое понятие есть и родовое. Известно о том, что многих поволжских татар в Средней Азии, в частности в Узбекистане, называли и называют нугай, нугайлар. Вот с чем связан этноним нагайцев? Так ли это связано с именем полулегендарного хана Нагая, или все-таки это исторический миф? Ну вот, к сожалению, до сих пор нет достоверных данных о том, все-таки каково же происхождение этнонима Нагай. И вот версия с темником Нагаем, она все еще остается версией. То есть, и очень многие ученые спорят с этой версией, считая, что вот есть какие-то географические различия, есть очень серьезный временной, да, промежуток между Нагаем и, вот, собственно говоря, широким распространением этнонима Нагай по евразийским степям. И есть версия о том, что вот это все-таки связано с тотемным животным. Нохой — это собака по-монгольски, и, может быть, вот с этим связано. Но вот, к сожалению... Насколько я понимаю, очень импонирует, так скажем, да, связывать свою историю, свое имя именно с каким-то историческим деятелем. Естественно, да, конечно же, конечно же. Но, тем не менее, вот достоверно вот, установленного нет, к сожалению. Вот такая сложная история. Она как-то отразилась на антропологии нагайцев? Похож нагайец из дагестанского аула на своего соплеменника из Ставрополя? Есть какие-то характерные для нагайца антропологические черты внешнего? Вы знаете, вот считается, что нагайцы все-таки не были столь прям монголоидны, и антропология некоторых групп нагайцев действительно говорит о том, что есть очень серьезная примесь европеоидная, очень серьезная примесь, есть черты, которые где-то, в том числе и с кавказскими типами, нагайцев сближают. Ну, например, если мы возьмем кубанских нагайцев или нагайцев бештауских, которые вот в ауле Канглы живут в Ставропольском крае, да, это люди, ну, часто, ну, чистые, с чистыми какими-то кавказскими, да, типом, и бывает очень трудно их отличить от вот местного кавказского населения. Но есть и достаточно монголоидные типы, то есть с очень серьезной монголоидной примесью, и очень много таких переходных, да, типов. Ислам, он стал консолидирующим фактором для создания нагайского этноса уже в таком современном смысле? Вообще, когда предки нагайцев стали принимать мусульманство? Нагайцы действительно считали ислам одним из таких вот, одной из черт, которая повлияла на их культуру и выделила их из вот числа каких-то других народов, групп и так далее. И именно ислам ханафитского толка. То есть все время подчеркивается о том, да, что нагайцы ханафиты, и на Северном Кавказе, в частности вот в Дагестане и Чечне, нагайцы всегда говорят о том, что они вот как раз являются ханафитами. Причем большую роль в исламизации нагайцев, как и вообще, наверное, многих кочевников, сыграл суфизм. Вот суфизм, именно ясавия, вот, и ясавийские шейхи, дервиши и так далее, они как раз сыграли очень большую роль в исламизации нагайцев. А вообще, ну, наверное, исламизировать начали еще и предков нагайцев в XI веке, потому что, ну, есть сведения о том, что
группы половцев начинают принимать в это время ислам. Одних из основных предков. Как один из основных предков нагайцев, да. То есть для нагайцев ислам, конечно же, был не пустым звуком, и это была действительно такая консолидирующая, да, черта. Вот. Причем, вы знаете, вот, когда даже вот эти вот претензии на власть потомков Едыги, они ведь тоже были облачены в исламскую традицию. То есть, в отличие от чингизидов, которые возводили себя все-таки к язычнику, да, Чингисхану. Более того, опираясь на, по существу, языческое право. На языческое право, совершенно верно. А вот потомки Едыги, когда претендовали на власть и на право на власть, да, они возвели свою такую вот родословную, духовную к Абу-Бакру. То есть и они говорили о том, что вот они... Почти сииды. Да, что они имеют право на власть, потому что они связаны да, духовной сильсилой с Абу-Бакром, и, соответственно, именно на этом основании они имеют право на власть в Ногайской Орде. То есть такая легитимизация, связанная с исламом непосредственно в самой политической структуре. Совершенно верно. Совершенно верно. Какие-то черты народных верований, они сохранились сейчас у нагайцев? Переплелись с исламом, как очень у многих народов в прошлом бывших кочевников? Вы знаете, да, конечно же. И среди вот в ногайской культуре очень большую роль играли действительно какие-то верования народные и практики, которые восходят к каким-то прежним, да, кочевым традициям. Но вот что удивительно, советская вот эта вот атеистическая власть, она сделала очень интересную вещь. Она очень сильно поспособствовала очищению ислама от языческих наслоений. Как это не парадоксально. Как это не парадоксально, да. То есть, борясь с исламом, они в реальности боролись вот с этими наслоениями. И да, и как раз вот именно потому, что они называли их пережитками и так далее, они думали, что, лишив простой народ вот этих суеверий, они как раз и смогут победить религию. А получилось совершенно наоборот. То есть вот этих вот народных верований и представлений стало меньше, но нагайцы, тем не менее, не перестали быть мусульманами. С конца 80-х годов в Ногайской степи в разных субъектах нашей страны ренессанс религиозный происходит? Да, несомненно. И более того, я хочу сказать, что нагайцы действительно вот поразительно тоже, вот парадокс, вот 70 лет, да, такого давления атеистического, но вот эта вот память историческая сохранилась о том, что ислам — это наша основа, что это основа нашего «я», что вот мы не можем существовать иначе, как мусульмане. Часть идентификации вот наряду с языком, с происхождением? Абсолютно. То есть это база, одна из основных баз, один из кирпичей, да, на которых держится вот это вот ногайское самосознание. И именно это, да, стало таким вот двигателем такой вот очень серьезной, активной реисламизации в Ногайской степи. И более того, я вам хочу сказать, что было расширение, да, ислама, то есть строились мечети там и так далее, но сейчас ислам проникает вглубь, то есть люди действительно, да, люди действительно становятся мусульманами, то есть они интересуются своей религией. Очень, кстати, вот интересно для меня, как для этнографа, интересуются именно своим ханафитским мазхабом, очень серьезный интерес к своему мазхабу и к тому, что вот, допустим, в том же Дагестане нагайцы очень активно продвигают эту идею, что да, вот мы все-таки не шафииты, и, соответственно, нам надо этого держаться и так далее. То есть это тоже очень интересные процессы. То есть не только обрядовая практика, но и часть людей интересуется вероучением. Вероучением, правовым, богословско-правовым толком и так далее, да. А если мы посмотрим, допустим, какие-то такие сугубо демографические, может быть, численные статистические данные по посещающим мечети,
в настоящий момент, не только в дни религиозных праздников, но и вообще? Статистика что нам говорит об этом? Или все-таки это скорее такой немножко внешний факт? Вы знаете, я вот имею возможность наблюдать вот все эти 20 лет, эти процессы. И если, допустим, вот в том же моем родном Терекле-Мектебе на пятничную молитву там в конце 90-х, в конце 80-х, начале 90-х приходило там, ну, от силы человек 7-10 в мечеть, то сегодня в Терекле-Мектебе уже несколько мечетей, и они все переполнены. То есть просто даже мы чисто визуально можем определить, и причем если это были старшие поколения, да, вот в конце 80-х, начале 90-х, то теперь это сплошь молодежь. То есть там вот представителей старшего поколения уже гораздо меньше. И вот просто даже чисто демографически видно, что практически все слои представлены населения, но вот молодежь гораздо активнее. И это тоже очень интересно. А в этой связи такой достаточно болезненный, может быть, на первый взгляд вопрос у меня будет. Мы знаем, что на Северном Кавказе зачастую вот эта преемственность между поколениями в религиозном опыте, между старшим поколением, жившим в советское время, между людьми, придерживающимися ханафитского или шафиитского мазхаба, и молодежью, иногда прерывается, приводит к конфликтам, иногда и очень серьезным. Как дела обстоят в Ногайской степи? Вы знаете, вот слава богу, в Ногайской степи удалось избежать такого рода межпоколенческих конфликтов. Более того, я вам скажу, в 90-е годы были достаточно напряженные отношения между шафиитами и ханафитами, просто в силу того, что возникали вопросы, например, относительно пятничной молитвы. Да? И вот шафииты часто отходили и совершали после пятничной молитвы обычную полуденную молитву и так далее. То есть такого рода случаи были. Может быть, да, какие-то вопросы связаны с хутбой, с языком? Ну, не только. Это в основном вот эти вот межмазхабовые, да, какие-то вопросы были. Но, слава богу, то есть после разъяснений и так далее, все эти вопросы были сняты. И сегодня, в общем-то, вы знаете, молодежь ногайская очень в таком достаточно гармоничном состоянии взаимоотношений со старшим поколением. И более того, вот в том же Ногайском районе Республики Дагестан практически все дела в местной уме старшее поколение отдало младшему. То есть у нас очень молодые имамы, очень молодые преподаватели местного медресе имени Абу Ханифы и так далее. То есть вот это очень... Понимаете, когда вот молодежь получает такой уровень доверия, она, соответственно, себя и ведет. То есть она не стремится к каким-то там экстремистским действиям, а молодым людям дали возможность работать. Реально. Реально. И они работают, они отдают себя делу, и им некогда просто заниматься какой-то ерундой.